Здравствуйте! В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Дмитрий Темыров. Полицейские раскрыли кражу ювелирных изделий на сумму свыше 5 миллионов рублей. Так, в полицию города Нерюнгри с сообщением о краже обратился мастер по ремонту ювелирных изделий. Индивидуальный предприниматель сообщил, что из помещения мастерской похищены готовые украшения из золота на общую сумму около 5,5 миллионов рублей. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Нерюнгринскому району задержали подозреваемого. Им оказался безработный, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за кражу 32-летний житель поселка Чульман. Установлено, что мужчина ночью, проник в помещение мастерской, взломав ломом входную дверь и похитил с витрины золотые изделия общим весом более 1 килограмма. На следующий день злоумышленник выехал на такси в соседний регион, где сбыл часть похищенных изделий и выручил более 1 миллиона 200 тысяч рублей. Оперативники задержали подозреваемого на обратном пути на стационарном посту ДПС Нерюнгринского района, когда тот возвращался домой. При нем были обнаружены и изъятые часть похищенных украшений, а также вырученные от сбыта денежные средства. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом Б части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. При заказе автозапчастей сотрудник автосалона перевел мошенникам 500 тысяч рублей. Так, в полицию города Якутска поступило заявление от сотрудника одного из автосалонов города. Он пояснил, что менеджер их организации отправил на электронную почту поставщика заявку на автозапчасти. На следующий день с неизвестной электронной почты от якобы менеджера по оптовым продажам им поступил счет на общую сумму более 1 миллиона рублей. Компания оплатила половину указанной суммы в размере 500 тысяч рублей. Но спустя несколько дней выяснилось, что поставщики, с которыми они сотрудничают, не получили заявку и деньги им не поступали, а их рабочая почта была взломана. Сотрудники полиции просят горожан быть бдительными при осуществлении сделок и покупок через интернет, быть предельно внимательными и перепроверять достоверность информации. В ходе телефонного разговора или интернет-переписки с неизвестными перед тем, как переводить крупные суммы денег, обязательно свяжитесь с лицом, с которым ведете переписку, чтобы точно знать, с кем общаетесь, сообщает пресс-служба муниципального управления МВД России Якутская. Транспортными полицейскими Якутии проводится проверка по факту оскорбления представителя власти. Так, установлено, что 33-летний житель города Якутска, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, игнорируя просьбы и замечания соседей по купе, мешал спокойному проезду пассажиров и работе поездной бригады, нарушая общественный порядок. В ответ на законные требования полицейского наряда сопровождения прекратить противоправные действия мужчина отреагировал агрессивно и в присутствии пассажиров поезда выразился в отношении сотрудника полиции нецензурной бранью. Сотрудники транспортной полиции составили в отношении правонарушителя административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ «Появление в общественных местах состояния опьянения». В настоящее время по данному факту проводится процессуальная проверка, по результатам которой материал будет передан в Якутский следственный отдел Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье 319 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оскорбление представителя власти». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года, передает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу по материалам Северо-Восточного линейного управления МВД России на транспорте. В Горном районе вынесен приговор по уголовному делу о распространении порнографических материалов. Прокуратура Горного района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 58-летнего жителя села Магарас. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами А и Г части 2 статьи 242.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и пункта Б части 3 статьи 242 Уголовного кодекса Российской Федерации. Распространение, публичная демонстрация порнографических материалов, совершенные с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть интернет. В суде установлено, что подсудимый в июне 2020 года, находясь у себя дома в селе Магарас, умышленно с целью распространения и публичной демонстрации материала с порнографическими изображениями несовершеннолетней, пренебрегая нормами нравственности, распространил в одном из чатов мессенджера WhatsApp видеофайл с порнографическим изображением девочки, соответствующей возрасту от 10 лет
лет до 14 лет. Кроме того, в тот же день обвиняемый направил в данный групповой чат 29 видеофайлов соответствующего характера. По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом мнения государственного обвинителя, суд окончательно приговорил подсудимого за совершение указанных преступлений к наказанию в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев, условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами, сообщает пресс-служба прокуратуры республики. В Анабарском районе прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении женщины, обвиняемой в повторной реализации алкогольной продукции. Так, прокуратура района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 171.4 Уголовного кодекса Российской Федерации о незаконной розничной продаже алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно. Согласно материалам уголовного дела, обвиняемая, будучи ранее привлеченной к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, не сделала для себя должных выводов, вновь незаконно реализовала алкоголь. После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. Так, по данной статье предусматривается наказание в виде штрафа в размере до 80 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до 1 года, передает пресс-служба прокуратуры региона. Участковыми уполномоченными в полиции выявлены 2 факта реализации алкоголя в неустановленное время. В ходе профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, участковыми уполномоченными полиции города Якутска выявлены факты реализации алкоголя после 20 часов в 2 продуктовых магазинах столицы, расположенных на улицах Автодорожная и улица Автострада 50 лет октября. Алкогольная продукция изъята, составлены административные протоколы по статьям 14.2 КоАП России «Незаконная продажа товаров, иных вещей, свободная реализация которых запрещена или ограничена». Напомним, за данный проступок граждан ждет административный штраф с конфискацией предметов административного правонарушения или без таковой. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до новых встреч.